В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Высокие гости. В соответствии с планом мы здесь проводим выездное совещание 4 комитетов Совета Федерации. В Чеченской Республике с рабочим визитом находится делегация Совета Федерации России. Все подробности инспекции, встреч и совещания узнаем в этом выпуске. Высокие технологии. Мы можем гарантировать, что каждая вот эта этикетка, каждая вот эта марка, она уникальная. Компания РК Групп первая успешно в России нанесла цифровые коды на коронарные стенты в рамках маркировки медицинских изделий. Искусство побед. Много спаррингов, плюс приехали ребята с соседних республик, соседних регионов. И мы очень довольны. Думаю, что будет хорошая такая вот совместная плодотворная работа. В Центре олимпийской подготовки проходят сборы дзюдоистов со всей России. Об условиях в многофункциональном комплексе, к чему они готовятся. Регион посетила делегация Совета Федерации России во главе с первым заместителем Андреем Яцкиным. В столичном аэропорту их встретили заместители председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмад Ахмадов, вице-премьер правительства Адам Алханов и другие официальные лица. Далее гости почтили память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, возложив цветы к его обелиску на территории мемориального комплекса «Аллея славы». Я хочу сказать, что визит делегации Совета Федерации приурочен к поручению председателя Совета Федерации Матвиенко Валентины Ивановны о том, что рабочий год, 2023 год, начать в Чеченской Республике. В соответствии с планом мы здесь проводим выездное совещание 4 комитетов Совета Федерации. И, естественно, наш рабочий визит начинаем с посещения памятного комплекса, посвященного Ахмаду Хаджи Кадырову, герою Российской Федерации. Это наша честь. Мы отдаем дань памяти первому президенту Чеченской Республики, который создавал текущее состояние, которое современный город, современная республика. Именно поэтому вся делегация Совета Федерации, палаты регионов прибыла сюда, чтобы помочь разобраться, какие социально-экономические вопросы мы могли бы рассмотреть и оказать республике, как городу Грозном, так и Чеченской Республике в целом. Далее члены делегации посетили Ножаюртовскую центральную районную больницу. Построенная в 1979 году, она пришла в ветхое состояние, вдобавок расположена в оползневой зоне. Вместе с министром здравоохранения Сулейманом Ларсановым они осмотрели учреждение. На месте было принято решение о возведении нового здания. Какие еще объекты проинспектировали федеральные чиновники, расскажет Адам Сулейманов. Одним из первых объектов посещения федеральными чиновниками в Ножаюртовском районе стала Центральная районная больница. Вместе с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Магомедом Ахмадовым и главой администрации муниципалитета Асламбеком Музуруевым они обошли здание. Главный врач медучреждения Райбат Джамиева рассказала об имеющихся проблемах. ЦРБ функционирует 3 участковые больницы, 2 врачебные амбулатории и 36 ФАПов. Район находится в оползневой зоне, из-за чего стены здания сильно потрескались, не говоря про осевший фундамент. Внутри также можно увидеть дефекты, которые подлежат немедленному исправлению. К слову, было отмечено, что изменения будут введены и в работе. Например, произведен переход на полный цифровой формат системы регистрации. Дальше гости двинулись на 2-й этаж в отделение хирургии. Круглосуточно работает? Круглосуточно. Круглосуточно, да? Дежурство здесь обеспечено, да? Районный ЦРБ еще не вошли в план документации, Так. поэтому у них еще 125 формы, они хранятся в бумажном. 88 врачей обслуживают до 117 палаточных больных. Именно столько здесь коек-мест. Всего же в смену обслуживается до 375 пациентов. Региональным общественным фондом и профильным министерством оказывалась постоянная поддержка в виде техники, медикаментов и подготовки специалистов. Вопрос строительства нового здания остался открытым. Мы знаем, что в республике очень на высоком уровне оказывается медицинская помощь.
Но мы также понимаем, что есть еще над чем трудиться. Ножаюртовский район как раз является одним из тех районов, которые в непростых условиях, но оказывается медицинская помощь. Могу сказать, что в Чеченской Республике показатель по цифровизации, особенно ФАПов, которые находятся в сельской местности, один из самых высоких. В Северокавказском округе он занимает первое место. Как мы видим, здание, оно уже более 40 лет, и оно идет огромные трещины идут. Поэтому мы пришли к одному мнению и выработаем, как Андрей Владимирович подчеркнул, единую дорожную карту по данному направлению. Наша слаженная совместная работа приведет к очень хорошему знаменателю, что появится новая районная больница в Ножаюртовском районе, и мы вместе с главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым откроем это учреждение. По завершению инспекции было принято решение, обрадовавшее всех присутствующих. Строительство нового здания будет начато незамедлительно. Это значительно улучшит жизнь местных жителей. Больница начала функционировать в 1979 году. На тот момент население составляло порядка 35 тысяч человек. Однако с течением многих лет население увеличилось в разы, в связи с чем и появилась необходимость в улучшениях, обговоренных с сегодняшней делегацией. После завершения строительства планируется развить функционал имеющихся отделений. Помимо качественного медицинского обслуживания населения, это позволит обеспечить рабочими местами молодых специалистов. После делегация направилась в селение Алерой, фельдшерский акушерский пункт, в котором в 2012 году случился пожар. Результат – 2 уцелевших кабинета и 3 работающих сотрудника. Данную проблему также было решено устранить незамедлительно. Я думаю, сейчас есть ФАП, у нас же возможно даже размещение, аптечного пункта, да? И аптечного пункта, и фельдшер, чтобы проживал. То есть, если строить, то есть типовой делать, чтобы использовать. Площадь хватит для того, чтобы все и привлечь кадры, обеспечить жилье. Адам Сулейманов, Магомед Басаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Делегация Совета Федерации России начала свою работу в Чеченской Республике с инспекции военного госпиталя в поселке Ханкала. В медучреждении проходит лечение бойцов, в том числе получившие ранения в ходе СВО. Гости побеседовали с пациентами и отличившимся военнослужащим, вручили медали. После они побывали в отделе МВД России по Шалинскому муниципалитету. Репортаж Лейлы Муртазовой. Проведать раненых участников СВО прибыла делегация Совета Федерации вместе с министром здравоохранения Чеченской Республики Сулейманом Ларсаном. Военный госпиталь, который располагается в поселке Ханкала. Вклад каждого бойца велик, потому что каждый боец является самоотверженным воином, который защищает Родину от нацизма, который является передовым отрядом нашей страны. И сегодня посещение нашего госпиталя в Грозном – это наша святая обязанность. Отдать дань почести людям, которые вышли на передовую, которые по восстановлению, по выздоровлению снова возвратятся в строй. Далее они побеседовали с бойцами, поинтересовались их здоровьем. А за героизм, проявленный во время специальной военной операции, военнослужащие были представлены к наградам. Им вручили медали за боевое отличие Суворова и Жукова. Наградить медалью за боевые отличия рядового Агаджанова Рошана Арифовича. Поздравляю. Службу России. Спасибо за службу. Спецназу ТЭП. Для них эта награда прежде всего благодарность за службу. Они, рискуя жизнями, боролись с противниками, не давая ему возможности навредить мирным жителям. Бойцы прекрасно понимают, что на войне не обходится без ранений и травм. Сейчас для них самое главное – восстановить свое здоровье. При прикрытии своих же ребят в нас прилетел миномет. Получили ранения множественные с моим напарником. Мы работали в составе пары АГС. Хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал, то, что не оставили без внимания, работали беспрерывно. Для военнослужащих в госпитале созданы наилучшие условия для полноценного лечения. Медицинский персонал строго следит за каждым больным и заботится об их здоровье. Госпиталь развернут на 160 коек. На сегодняшний день лечение проходит 137 человек. После председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев посетил еще одну точку – отдел внутренних дел России по Шалинскому району. Он проинспектировал отдел, осмотрел территорию, дежурную часть и изолятор временного содержания. Проходит сегодня выездное заседание 3 комитетов Совета Федерации в Чеченскую Республику.
Мы спланировали комплекс определенных мероприятий. Это и культурная программа, и развитие туристического бизнеса, и плюс ко всему посмотреть, как обустроены здания районных отделов внутренних дел Чеченской Республики. Рабочий визит делегации на этом не закончен. Впереди насыщенная программа, в рамках которой она планирует посетить еще ряд объектов. Лейла Муртазова, Хусейн Муртаханов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Вопросы развития Итум-Калинского муниципалитета обсудили на совещании с участием представителей органов исполнительной власти республики. Во встрече приняли участие министр образования и науки Хошбауди Дааев, заместители руководителя администрации главы правительства Арбит Амаев и Злимхан Истамулов, а также глава администрации района Ибрагим Бурсагов. Он поделился существующими на сегодняшний день проблемами, подчеркнул также, что вопросы, касающиеся образовательной системы, автомобильных дорог и здравоохранения для жителей являются приоритетными. Школы хавай долшдол халек, школа бережно метик качем болштёш сахилары дейтин выдах танвайрей уняха участковой больница итметига эрдовыцена дневно стационария так тига бюсена дина круглосуточно болбаша тхайна метиги езера так круглосуточно болбаша чоха тхайн лори везер ишта тган его проша астамбина оха. Производитель РК Групп первым в России начал наносить цифровые коды на медицинские изделия. В рамках эксперимента их нанесли на коронарные стенты. Это изделия, используемые хирургами для расширения сосудов и нормализации кровотока пациентов. В чем цель данной маркировки, расскажет Адам Магомедов. Нанесение цифровых кодов на коронарные стенты прошло успешно. Это позволит потребителю получить защиту от незаконной продукции, поскольку теперь он сможет получить полную информацию об изделии, всего лишь отсканировав код. Производство коронарного стента происходит прямо вот за этими окнами. Это медицинское изделие, которое используют хирурги для расширения сосудов и нормализации кровотока пациента. Устройство, представляющее собой каркас в виде металлического цилиндра, устанавливают в узкие места артерии, где есть холестериновые отложения. Производителем товара является компания РК Групп. Это первый крупный российский проект в области импортозамещения медизделий, реализованный на территории Чеченской Республики, открытый в 2019 году при содействии главы региона. Здесь работают опытные специалисты, которые проходили повышение квалификации за пределами страны. Нашим приоритетом является качество производимых нами изделий. Внедрение маркировки позволит сдержать нелегальный оборот медизделий и обезопасить потребителей от фальсификата, так как на рынке часто встречается поддельная продукция, которая нелегально ввозится в Россию без должного контроля. Оператором же маркировки является Центр развития перспективных технологий. Всю информацию о товаре можно получить с помощью приложения «Честный знак». Благодаря маркировке незаконная продукция уходит с рынка. Ее место занимают добросовестные производители. В сфере лекарственных препаратов, к примеру, маркировка уже обеспечивает прозрачность фармацевтического рынка. В 2022 году были выявлены некачественные препараты на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Этот опыт мы применяем при внедрении маркировки медицинских изделий. Интегратором системы является Вайланд Electronics. Специалисты компании занимаются ее полной установкой, благодаря чему маркировка работает быстро и качественно. В этом коде Data Matrix зафиксирована как серийная информация, содержащая в себе код продукта, его серийный номер, так и уникальная информация, которая называется криптохвостом. Это защищает потребителя в первую очередь от подделок продукта. То есть мы можем гарантировать, что каждая вот эта этикетка, каждая вот эта марка, она уникальная. Маркировка медицинских изделий началась в феврале 2022 года. В ней принимают участие 2689 компаний. В нее включены самые разные виды товаров. Теперь честные производители смогут повысить доход на рынке после ухода поддельной продукции. Адам Магомедов, Аслан Ахматов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Центре олимпийской подготовки по дзюдо проходят сборы дзюдоистов со всей страны. Мероприятия такого характера крайне необходимы спортсменам в подготовке к будущим состязаниям. С ними работают опытные тренеры. Сколько спортсменов готовятся в многофункциональном комплексе и к чему, расскажет Бекхан Магомадов.
Центр олимпийской подготовки по дзюдо открыл свои двери 7 октября прошлого года. В торжественной церемонии открытия принял участие глава республики Рамзан Кадыров и другие официальные гости. Целью возведения такого объекта стало понимание того, что нужен общий специализированный дом для дзюдоистов, где они не будут нуждаться ни в чем. Центр включает в себя большой зал для занятий дзюдо, рассчитанный на 8 татами и 700 зрительских мест, плавательный бассейн площадью 272 квадратных метра, раздельный фитнес-зал и 4-звездочная гостиница «Эдельвейс Грозный». Ежедневно на территории комплекса занимаются около 500 дзюдоистов. Более того, проводятся всероссийские и международные учебно-тренировочные сборы. Мне очень нравится ходить на тренировки. Я здесь люблю тренироваться, это дает нам здоровье. Здесь все у нас есть, мы долго ждали этот зал. Все зависит от нас, будем ковать золото. В стенах комплекса на данный момент много гостей из других регионов страны. Сборная России среди старших юношей проводит 10-дневный сбор в Грозном. Ребята очень сильные. Состав у чеченской команды практически во всех весах очень представительный. Вот. И количество людей, вот, допустим, даже утренняя тренировка идет, видите, полный зал. Соответственно, много спаррингов, плюс приехали ребята с соседних республик, соседних регионов. Вот, и мы очень довольны. Думаю, что будет хорошая такая вот совместная плодотворная работа. Тренеры и спортсмены отмечают, что данный сбор особенно важен перед сложным календарным годом. Все 10 дней дзюдоисты проведут в оттачивании технических действий в схватках. Сбор очень хороший, приехали с разного места, очень много здесь людей собралось, даже больше, чем я ожидал, и это хороший момент, чтобы поделиться с опытом, потому что каждый может у кого-то поучиться чему-то новому. Если ты борешься с одним и тем же человеком каждый раз, то уже ничего нового ты не можешь учиться. Если это есть разнообразие, то каждый может научить тебя чему-то новому. С первого дня открытия в центре проводятся крупные межрегиональные и всероссийские соревнования, самым громким из которых стал клубный чемпионат России. В нем приняли участие сильнейшие коллективы из различных регионов страны, 13 мужских и 5 женских. В результате упорной борьбы клуб дзюдо «Ахмат» одержал победу. Каким сейчас стартом готовятся дзюдоисты, рассказал главный тренер Чеченской республики по дзюдо Аслан Шахгиреев. Мы сейчас ожидаем международные старты, и поэтому внутри российские старты. Мы знаем, первенство чемпионата СКФО Россия, будут еще и мастерские турниры, потом и международные турниры. Сложный год? Конечно, сложно. Календарный план у дзюдоистов насыщенный и сложный. Впереди огромная работа, которая требует титанических усилий и терпения. Но можно с уверенностью сказать, что без золотых медалей мы не останемся. Бекхан Магомадов, Моусар Исраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.